слушаете хороший слов, да, слов говорит. Да, я перед буду читать, когда новый закон. Мы сейчас хотим предоставить слово лучшему другу Оренбургского осетинского народа Хизееву. Спасибо, уважаемые коллеги. С семьей и династией ученых Музаевых знакомы, дружу уже 45 лет. Дед Тимура Музаева, Нурдин Музаев. Мы имели счастье по соседству жить в одном дворе. Ученый, кандидат филологических наук, известный писатель. Его отец Магомед Музаев, с которым я много лет проработал в научно-исследовательском институте, очень много сделал для нашей истории. Достаточно сказать, что он десятки книг и сборников документов издал, будучи начальником архивного управления. И он превратил это архивное управление в один из научных центров нашей республики. Издал столько книг. Ну а Тимур Музаев превзошел все же своих предков. Один издал десятки книг. А начиналось все с того, что после того, как Магомед Музаев вышел из научно-исследовательского института, пришел к нам в конце 80-х годов молодой парень Тимур Музаев. Его быстро заметили, его оригинальное мышление и подход новый к научным исследованиям, и назначили, вернее, избрали заведующим отделом. Назначили, вы правильно сказали. Да? Сперва назначили, потом избрали. Заведующим отделом я в то время работал заведующим отделом революционного периода. Вот пока мы размышляли, перестройка до нас дошла в конце 80-х годов, пока мы размышляли, как по-новому подходить к историческому исследованию, вот, без штампов, классику марксизма, ленинизма и так далее, Тимур Музаев издает на целую страницу. Тема этого книги «Гражданская революция в Чечне и население писателей» настолько была запутанная, что мы так и не освоили ее, проскочили мы ее. И во всех потом, уже когда мы будучи модерированными библиотеками, мы всегда прибегали к услугам Ашаева, приглашаем, с удовольствием приходили в библиотеку вопросных концов. Магомед Рудич потом впоследствии обращается. И сегодня, через столько времени, Тимуру удалось ясно изложить и поставить те политические аспекты, стройный ряд, и довести до читателя правду о том периоде. В этом она имеет большую ценность. Большую ценность, на мой взгляд, как бывшего библиографа, имеет биографические справки об исторических личностях того периода на Северном Кавказе. Потому что этих справок у нас очень мало. Благодарны Туркаеву, Кусаеву за то, что они высветили писателей Чеченской Республики, Черногорской Республики. И вот исторические деятели этого периода я бы предлагала издать отдельных изданий, потому что это как справочник, не только как общий. Мы в институте, в истории, знаете, научную проблемную лабораторию. Называется она «История Чечни». Как раз таки чтобы издать, персонифицировать, как говорится, нашу историю и создать галерею
маленький исторический проект. Продолжим нашу работу. Она идет к финишу. У нас здесь многие социты присутствуют, директор. Пожалуйста, вам слово. Во-первых, спасибо большое, что вы пригласили. Здесь очень много было. Я работаю в библиотеке, хотела бы вот какой аспект осветить. Мне кажется, приятно с вами познакомиться. Я знакома с вашей фирмой, знакома с вашим отцом. И действительно, сегодня хотела бы поздравить прежде всего читателей, потому что на книге пишется для читателей. И вот такой осветить аспект. Мы, наверное, все знаем, что в ходе двухнедельной кампании вся историческая память Чеченской Республики на просто уничтожена. Достаточно назвать цифру, что 10 миллионов экземпляров книг просто сгорели. И, конечно, сегодня нам с вами, здесь достаточно вам, это, наверное, надо будет обязательно делать, воспроизвести, восстановить тот, значит, раздел, ту, значит, историческую память, которая, к сожалению, погибла. Что касается вот вашего первого издания, как работник библиотеки, я скажу, что вы, наверное, как здесь замечали, закрыли целый класс. То есть, мне получается, 17-й год, 20-й год, для читателей до сегодня была очень большая была сегодня. Значит, не то, что находка был огромный, был материал, когда, и тем более, что эта книга внушала доверие, поскольку там очень много было библиографии. Это было очень хорошее, там выводы были сделаны, что сегодня немаловажно для читателя. Но у меня как библиотекаря была к вам одна просьба. Если сегодня многие из вас выезжают, и если вы в любую зайдете в библиотеку Российской Федерации, любой регион, там, где идет история Чеченской Республики, к сожалению, она не представлена никакими изданиями. И такое бывает ощущение, что у нас нет ни историков, ни писателей, ни литераторов. Когда начинаешь разговаривать с библиотекарями, они говорят, а у нас ничего нет, мы ничего не получаем. То есть получается, что сегодня вот посмотреть полки с Дагестана, совсем недавно я была в Владикавказе, полка с Дагестана, там ставить книги некуда уже. Полочка Чеченская Республика, там вообще литературы нету. И коль скоро есть такой экземплярность 2000, я бы хотела, чтобы хотя бы в головные библиотеки всей России эти книги поступили. Чтобы хотя бы там историки, скажем, Осетии, Дагестана и так далее, они могли вот с такой фундаментальными книгами, они могли познакомиться. Я думаю, это, наверное, было бы очень правильно, и думаю, это было бы очень нужно сделать. Огромное спасибо от имени читателей и от себя лично, и за то, что тем более материал очень интересный, там много фотографий. Спасибо вам. И работайте дальше. Спасибо. Мы вернулись в правовое поле, но культура только возвращается. Поэтому ваши замечания были правильно. А сейчас я вот думаю, кому дать слово? Магомеду Музаеву или Тимуру Музаеву? Закон России правильно скажет, кому надо дать. Дадую, но нет, не хочется. Говорит, зовем его учитель. Дадую в академию. Пожалуйста, Магомеду. Здесь в развитии темы, которая затронула соцсети, я бы хотел сказать, что в условиях, когда у нас национальное отношение очень сильно напряжено, достаточно много дополнительных мер тем библиотекам, которые обозначены. 2000-й тираж, конечно, очень маленький, но необходимо было послать эти книги, вот эту книгу, парламентским фракциям, партиям, тем, которые априори поддерживают Михайлова и его компанию. Если бы они знали, какие документы используются при написании исторических документов, которые пользуются нашими учеными. Более того, что здесь присутствуют ученые, которые писали материалы, исследовательские материалы наших выдающихся деятелей науки, культуры, военачальников, Криза называют, Жабиль, а в этом материале опубликованы документы, касающиеся выдающихся деятелей всех братских народов Северного Кавказа. И с этой точки зрения было очень целесообразно, конечно, увеличить тираж и разослать его все библиотеки. И самый последний, кто мне дали слово, Абдулла Махмудов здесь сказал, что он за 10 лет отвык от формата ведения, но я, будучи 10 лет вне политического поля, круглые столы в виде модератора он посещал, и поэтому я ему хотел отдельное спасибо сказать за ту формальную, нормальную, хорошую обстановку, которую здесь создал. Здесь удалось достаточно откровенно побеседовать и выслушать искреннее мнение, которое заслуживает нашего уважаемого. Это,
Вы, батенька, большой демократ. Учусь. Тимур, давай мы вам дадим слово, а потом отцу. Хотел поблагодарить за вот трудные слова, которые прозвучали в адрес книги, но хочу сказать, что это слова не мой адрес, а в первую очередь моих учителей, которые меня научили. Здесь Николай Антонович, Илья Александрович, Мустафа Харонович, Алексей, которые были моими учителями, лекции, которые я слушал и которыми я всегда восхищал. А вот Журналин Баджуй сказал, что он не читал лекции, на самом деле, там формально не читал, но вот те книги, которые я и Хасан Абушкаева, и Шабудина Ахмадова, Хабиба Андреева и Касима Светлана, когда я их читал, я фактически тоже учился. Поэтому я тоже вас считаю своими учителями и очень восхищаюсь вами. И то, что на самом деле сказано, как минимум здесь заслуга моя, в общем, то, что я это забрал. А то, что вы в меня вложили, вот на самом деле заслуга ваша, в основном ваша. И во-вторых, я хотел сказать огромную благодарность хозяевам этого помещения и выразить почтение и уважение памяти Шейха Денисова, благодаря которому мы здесь собрались. Его семья, сам Шейх, который погиб за идею мира и дружбы всех народов Кавказа, его семья, которая на протяжении всех этих лет поддерживала высокие идеалы духовности, которая была стержнем духовности и для нашего народа, и для многих народов Кавказа. И я хочу высказать им огромную благодарность за это. Вот если говорить о благодарности, то, конечно, нашим гостям хочу высказать из Дагестана, которые специально приехали для того, чтобы нам показать и рассказать частицу нашей истории. И я надеюсь, что мы продолжим содружество и укрепим его в дальнейшем. Мы говорили уже с нашими коллегами о том, что нам необходимо создать некую хотя бы информационную рабочую группу для того, чтобы обмениваться информацией. Потому что готовя эту книгу, цифровое переиздание, я обнаружил такие странные вещи, что в Северной Осетии, в Дагестане, в Адыгее очень интересные книги, но они выходят тиражом 300 экземпляров, 500 экземпляров. И до нас они не доходят, мы даже не знаем о том, о чем они пишут. И они не знают, что мы здесь издаем. Мне кажется, что неплохо было бы, может быть, при институте, который Супрям Субтитры возглавляет, Академии наук, создать некую рабочую информационную группу здесь, В Дагестане готовы поддержать, Хажимурат и другие исследователи, которые занимаются историей горского движения, готовы поддержать. А в Владикавказе есть люди, которые занимаются. Я думаю, что и в Начке, и в Адыгее мы найдем этих людей. И вот судья Молдавчик, и как он к тебе обращается, вы как академичный возьмете на себя такую инициативу. Вот я от имени круглого стола как-то хочу выразить такую идею и прошу вас ее поддержать. Вопрос ему. Он не отреагировал на критику Хасиева. Нет, это не надо. Не надо правильно. Критика была, критика. Наши историки, у них всегда много идей, мы всегда друг друга очень приветствуем и всегда готовы поддержать. Но, вы знаете, все наши идеи, может быть, они, может быть, не были воплощены бы без людей, которые бы реально занимались конкретным делом, которые бы договаривались с издательством, которые бы выбивали деньги на издание, которые бы ездили, привозили тиражи, тормошили издательство и так далее. Я в этом отношении хочу выразить огромную благодарность Валерию Джамлаеву, Джамкаевой за то, что вышла вот эта книга и вышли все книги, которые вышли в нашем издательстве. Может быть, я могу говорить банальные вещи, но я хочу повторить. Вы знаете, что сила народа, мудрость народа умножается людьми просвещенными.
естественно, было время, когда у нас не было ни школ, ни институтов, ни академии, ни научно-исследовательских учреждений. У нас были люди, которые очень хорошо понимали исторические закономерности и умели их выразить. Вот такими людьми, в числе таких великих, выдающихся людей, может быть, это и не, я не сумею словами выразить эту оценку, души и не оценку. Я еще раз подчеркиваю, это был миротворец. У него есть такие слова, по-моему, Тимур их где-то приводит, когда он говорит: если бы у меня даже убили бы отца, брата, мать и сестру, я даже и тогда бы пошел на примирение народа. Дело в том, что эта мудрость, она бессмертная мудрость. Поэтому сегодня шейх Эмир Асанов, Багаудин Асанов, его последователи, я лично близко знал Ильяса Асанова, я лично близко знал Ахмана Асанова, близко знал Магомеда Асанова. Вот я хочу вам сказать один момент из истории, тоже, между прочим. Магомед Асанов был депутатом Верховного Совета чеченского шейха. Я был депутатом, возглавлял комиссию, членом президента Верховного Совета. Вот я помню, где-то в апреле 91 года Магомед зашел, мы сидели, разговаривали, он говорит: Абдул, вы когда приехали? Я говорю, конечно, в отношении данного суда было сказано все так, если тут нельзя высказывать. Значит, насколько этот труд явился помощником нам для потомков этой фамилии, этого шейха, это в тоже нельзя. Потому что многие вещи, которые ими были, их поступки, многие вещи, которые мы советовали, многие вещи, которые мы говорили, они муссировались у нас в семье. Мы это знали, но мало, нам было трудно, конечно, передать эти моменты людям. Значит, хотя это очень важно для мира, и чтобы ссор поменьше было. Вот. Ну, поэтому это очень большое значение, в общем, для всего нашего народа, это очень большое значение для всех мира. Так как тут много сидит, конечно, было очень много. Я, как один из потомков, причем еще более старшего поколения, потомков Эмира Асанова, просто хотел бы сердечно поблагодарить Тимура за ту помощь, оказанную в этой книге, в том плане, что нашли возможность наших узнать о этой книге. Я был участником событий, мой план соучастник. И потом очень хочется сказать, что сейчас много стекается информации, часто скажет Эмир Шейх Асанов, организован, образован вот этот восстановлен, вот этот дом, вот этот памятник, который был им